Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы, Сергей Суханов и Ларина Сукуева, приветствуем вас с катка парка культуры Южно-Сахалинска. Здесь прошел предпоследний день первых зимних игр «Дети Азии». Горнолыжники выясняли отношения в слаломе, а хоккеисты боролись за выход в финал. В фигурном катании юноши и девушки показали произвольную программу. У комплекса «Кристалл» снова выстроилась огромная очередь болельщиков. Выступления фигуристов один за другим удивляли неожиданными моментами. Ошибки допускали даже сильнейшие участники. Не всем удавалось справиться с волнением. Я упала, потом мне потемнело в глазах. Я поехала дальше. Пыталась собраться и доделать все до конца. Вообще перед стартом я обычно не волнуюсь, потому что я настраиваю себя так, как будто бы, это не соревнование, а как какой-то праздник. По итогам предыдущего дня на первой строчке разместилась кореянка Ю Янг. Она с уверенностью сегодня подтвердила свое превосходство. А вот ее коллега по сборной Хайн Ли из-за нелепого падения опустилась с 3-го места на 4-е. Порадовали болельщиков выступлением москвичек Алены Канышевой и Ксении Синицыной. Их каскады прыжков и вращений публика встречала бурными аплодисментами. Фигуристки попали в медальный зачет. Канышева удостоилась серебряной награды, а Синицына – бронзовой. У юношей произвольная программа тоже оказалась богата на сюрпризы. Лидер соревнований, московский фигурист Даниил Самсонов, упал в попытке сделать четвертной луц. Но все дальнейшие элементы выполнил он так безупречно, что гарантировал себе уверенную победу. Я всегда уверен в себе, и прогнозов не было, просто хотела откатать хорошо программу. Московская школа фигурного катания снова подтвердила свое лидерство. Серебро завоевал другой представитель сборной столицы России Егор Рухин. На бронзу откатал произвольную программу корейский фигурист Йонг Хён Ча. Саргалана Захарова, Семен Афанасьев, Сахалин, «Дети Азии». Слалом – это, пожалуй, самая зрелищная дисциплина в этом виде спорта. Ее называют техничным видом за то, что она требует филигранного владения лыжами и максимальной координации спортсмена. Организаторы после вчерашних стартов по сноуборду вынуждены более тщательно подготовить склон. В горнолыжном спорте используется совсем не тот вельвет, который так любят лыжи-бордеры. По правилам Международной федерации на трассе должно быть не менее 50 сантиметров искусственного снега. Только он может обеспечить такую поверхность трассы, чтобы она приобрела свойства бетона. Бетонной трассу сделать не удалось. На морозный последнюю неделю Сахалин пришло потепление, и под ярким солнцем снег то и дело таял. Это могло бы сыграть на руку индийскому горнолыжнику Малику Рашибу, который привык кататься в теплых Гималаях. Однако он показал последнее время из тех, кто завершил свою попытку. Уровень индийцев в горных лыжах я считаю довольно высок. У нас есть даже атлет, участвующий в этапе Кубка мира. Это мой кумир Мамод Арибхан. Я тоже надеюсь туда когда-нибудь попасть. Из тех, кто боролся за золото, ярче всех выделялись представитель Урала Семен Челмакин и японец Риома Катаяма. К главной награде уверенно шел иностранный спортсмен, но сошел с дистанции, как раз из-за состояния трассы. Как правило, российские спортсмены иначе проходят вешки, чем учили меня. Я не попал в накатанную часть трассы и упал. На вторую ступень пьедестала поднялся москвич Олег Фураев. Третье время показал дальневосточник Александр Тихомиров. У девушек сюрпризов на финише не было. Фаворитка соревнований, москвичка Анастасия Трофимова, ожидаемо взяла золото. Хотя и ей было непросто, особенно на второй попытке. Трасса вторая была намного сложнее, чем первая. И ехать по ней было тяжело. Появлялась одышка, чуть болели ноги. Второй в заключительной на играх горнолыжной гонки пришла сибирячка Софья Назаренко. Бронза у москвички Софьи Лескало. Особое внимание сегодня на играх «Дети Азии» приковано к спортивному объекту «Арена Сити». Разумеется, ведь на лед вышли самые сильные команды игр. Сборные Сибири, Урала, Дальнего Востока и Казахстана. Казахи встретились с сибиряками, и в этом матче не возникало вопросов, кого поддержат российские болельщики. Юные хоккеисты прибыли в «Арена Сити» задолго до матча. Нужно как следует размяться, собраться и настроиться.
Я проверяю инвентарь, чтобы все было в порядке, чтобы на льду не случилось там курьезных моментов, чтобы клюшка там сломалась во время там какого-то броска, паса. Матч получился зрелищным. На 5-й минуте счет открыли казахи. Сибиряки молниеносно отреагировали удачно реализованной атакой, а затем провели еще несколько шайб в ворота противника. Когда на табло появились цифры 4-2, противостояние переросло в потасовку. Второй период заставил понервничать российских болельщиков. Казахи пытались сравнять счет, но хоккеисты Сибири оказались сильнее. На перерыв команды ушли со счетом 7-4. В финале матча на табло значился счет 8-4. Несмотря на жесткую игру, спортсмены расстались по-дружески. Сибиряки отправились ждать, кто же станет их соперником в борьбе за золото. А в следующем решающем матче уральцы уже на 2-й минуте забили шайбу в ворота сборной Дальнего Востока. Почти весь период солировали хоккеисты Урала, и на перерыв команды отправились со счетом 3-1. Во втором периоде расклад сил не поменялся, и сборная Урала успешно реализовала еще 2 комбинации. А в третьем периоде разрыв усилился, и игра закончилась со счетом 7-1. Но уже сейчас понятно, что в финале хоккейного турнира сборная Сибири будет играть с Уралом, а Дальний Восток сразится с Казахстаном за 3-е место. Юрий Осипов, Александр Ярков, Дети Азии, Сахалин. Сергей, что, по-твоему, настоящая дружба? Я думаю, что это когда один человек готов отдать ради другого последнее и всегда стоит за ним горой. Иногда не самой горой, а лыжи биатлонной трассы, потому что именно на ней состоялись забеги дружбы. Эстафетная команда формировалась 3 спортсменами из разных сборных. Своего рода ноу-хау. В случае победы медали идут в зачет сразу всем участникам. Гонка стала настоящим зрелищем для болельщиков. В предыдущих дисциплинах фавориты почти не менялись, и мы было уже соскучились по интриге заезда. Но тут сильнейших объединили с аутсайдерами. Да и ответственность ребят возросла в разы. Немного не дожал, и ты подвел уже не только свой регион, но и спортсменов другой страны. На финише было видно, сколько сил они вложили в эту гонку. Личные достижения мало имели значения. Важнее – умение работать в команде. Золотой финиш у девушек состоял из Полины Милузовой из Сибири, сахалинки Дарьи Морозовой и дальневосточницы Анны Карпец. А в тройку победителей среди юношей вошли представитель сборной Казахстана Димуржан Батыржан, уралец Кирилл Конышев и сахалинец Степан Хомик. Хорошие взаимоотношения. Хорошие, да, взаимоотношения с людьми. Поддержка. Сама дружба и помогла нам выиграть. Хоть и не знали друг друга. Но подгоняли везде. Ну да. Ехали. Тренера подгоняли. Незнакомые. Для якутян этот день стал рекордным по количеству медалей. Анастасии Ткаченко и Владиславу Парфенову удалось пополнить копилку сборной 2 бронзовыми, а Илье Заворотных – серебряной медалью. Тем самым у якутской сборной 3 серебряные и 2 бронзовые медали, что подняло регион на 10-ю строчку в общем зачете. Все было замечательно. Я бежала с казашкой и с москвичкой. Непередаваемая атмосфера, все очень здорово. Познакомились только сегодня. Оказались очень дружные ребята. Все сдружились. Но дружба на этом не заканчивается. Завтра здесь, в Триумфе, пройдут аналогичные забеги, но уже у биатлонистов. Василий Раченко, Сергей Козюра, Дети Азии, Сахалин. На Арена-Сити, где проходят хоккейные баталии, как и на других объектах игр, проведена серьезная работа по обеспечению безопасности. Безопасность обеспечивается по всем направлениям. Физическая охрана, видеонаблюдение, входной мониторинг, охранная сигнализация и многим другим. На каждом объекте работают представители МЧС и МВД, а сотрудники Росгвардии трижды в день делают обход со служебной собакой по кличке Базука. Бельгийская овчарка по охранно-сторожевым качествам опережает знаменитую немецкую породу. Такие помощники, как Базука, стали часто использоваться в армии и полиции. Они умеют распознавать взрывчатые вещества. В управлении Росгвардии по Сахалинской области таких собак несколько. С утра до вечера у входа на спортивные объекты гостей и участников встречают контролеры-распорядители. Из Хабаровска приехали около 50 специально подготовленных ребят. По 8 часов стоим, где-то по 15 часов стоим. В закрытых зонах бывает и по 6, по 8, по 10. Если на воздухе, то мы меняемся.
На играх задействованы 345 сотрудников и 42 единицы техники от подразделения МЧС. Непосредственно перед играми спасатели провели учения. По замыслу тренировки требовалась экстренная эвакуация пострадавших с различных спортивных объектов, расположенных на горе. Спасателям на соревнованиях работы хватало. Это не только контрольные функции. Так, на горнолыжной трассе им приходилось оказывать помощь спортсменам, застрявшим в ограждениях или вылетевшим за них. Часть сил МЧС дежурит непосредственно на объектах. На спортивных объектах и по городу, кроме сотрудников МЧС, за безопасность отвечает полиция и ДПС. Они готовы не только защитить, но и при случае помочь. Юрий Осипов, Дети Азии, Сахалин. You're welcome. Good luck. В заключительный стартовый день игр «Дети Азии» пройдут командные зачеты в горнолыжном спорте по принципу 2 девушки плюс 2 юношей. На арене Сити хоккеисты разыграют бронзу в матче за 3-е место и долгожданное золото в финале. А на футбольном стадионе «Спартак» состоится зрелищная церемония закрытия первых зимних игр «Дети Азии». Пока! Зимние игры «Дети Азии», как и другие значимые международные соревнования, имеют свои талисманы. Их выбор чаще всего обусловлен фауной, представляющей географический ореол местности. На Сахалинских играх 3 талисмана. Это лиса Лыжуля, Сивуч-Ниш и олень Юна. Их изображения украшают весь город. У оленя есть живой прототип. Он живет в зоопарке Южно-Сахалинска. У нас пятнистый олень, кличка у него Тайфун. Он очень такой быстрый, подвижный, активный достаточно. Выбранные в ходе народного интернет-голосования краснокнижные Сивуч, олень и полярная лиса на время поселились в каждом уголке Южно-Сахалинска. Они запечатлены в снежных скульптурах, позируют на рекламных баннерах и улыбаются проезжающим мимо автомобилистам. Талисманы, как водится, наделены спортивными навыками. Лыжуля занимается лыжами, олениха Юна – фигуристка, а Сивуч-Ниш – сноубордист. Кстати, у Ныша есть собственная страничка в интернете.